Привітання всім, мы приехали в Базель. Саша и Вулин, Рекорд Ступени, мы приехали в Базель, чтобы потусоваться с одним из лучших современных белорусских писателей Сашей Филипенко. Поразмовляем крыху про белорусскую литературу, як жить у Швейцарии, да и як тут выживать. Скорее выживать, потому что вы видели эти цены. Тут треба быть скромным. Классный разговор о том, чему белорусам можно научиться у тех, кто живет в Швейцарии. Фу, нормальная подводка, неужели? Подпишитесь, как это говорят. Я не знаю, я же не блогер. Покупайте книги и читайте их. Господи, кто это? Что за человек? Мы добрались до... Базель. Ребятушки, мы добрались до Базеля, чтобы прийти в гости, показать, как живет великий белорусский русскоязычный писатель Саша Филипенко. Привет, добро пожаловать. Добро, что приехали. Как тут живется в центре Базеля? Хорошо, не Минск, но неплохо. Самое важное в этом проекте, это будет первая полномасштабная вписка. Поэтому ты должен рассказать, сколько стоит твоя аренда, почему ты тут. Ты должен показать там какие-нибудь ништяки крутые и рассказать, почему в Базеле живется так офигенно, как почти в Минске. Я плачу дорого. Очень дорого, мне кажется. Сколько ты платишь в Варшаве? 5000 злотых, 1200 евро. Ну вот, в 2 раза дороже я плачу. В среднем. Потому что просто здесь такие цены. Здесь дорого жить. А почему ты вообще Базель выбрал? Это самый либеральный кантон в Швейцарии. Самый классный, самый творческий. Нужно понимать, что есть Базель, есть Базель-штат, есть Базель-ленд. Это два разных, как и вся Швейцария. Нет никакой Швейцарии. Я думаю, что вы уже поняли за это время, что есть разные кантоны с разными правилами, с разными законами. Это самый либеральный, самый классный. Вы были в Цюрихе? Мы не любим Цюрих, потому что в Цюрихе все про бабки и только про бабки, а у нас здесь мастатство. Почему Швейцария? Швейцария, тому что у меня 3 выдавца тут. Немецкомовный выдавец, французскомовный и еще один французскомовный выдавец. У меня есть выдавецтво у Лозанне, выдавецтво у Женеве и вось у Цюриху. Робім уже 4-й выпуск со Швейцарии. Так. Шмат беларускай інтэлігенцыі вось раней абіралі менавіта Швейцарию. Яны нешта разумеюць пра дэмакратыю, пра свабоду, і мне падаецца, што тут ёсць такія нейкія рэвалюцыйныя нейкія ідэі, і таму ўсе прыязджалі сюды, каб там трошкі зразумець, як рабіць краіну лепш. Мне падаецца, што Беларусь вельмі падобная на Швейцарию. Могла бы быць. Насамрэч, гэтая тэма у нас у кожным выпуску паўстае. Так. У нас кожны чалавек кажа, Беларусь гэта Швейцария. Конечно, Беларусь гэта не Швейцария, як бы. Ну, зараз, конечно, Беларусь гэта не Швейцария, але мне падаецца, што мы шмат чаго маглі б узяць ад Швейцарии. Беларусы падобныя на швейцарцаў, таму што беларусы крапатлівыя, беларусы такія ўсё пытаюцца там неяк так зрабіць, каб усё не схаваць, как это слово я забыўся, сохранить. Захаваць, да. А потом будешь кат рабіць, каб мне выглядала, што я запамятаваў слово. Про беларусаў нельга казаць, што мы сяляне, але пра швейцарцаў можна казаць, што яны сяляне, калі ты будзеш размаўляць з кожным чалавекам тут у Базелі, у яго дзед, ён сельскі там хлопец. Тут не крута быць крутым. Напрыклад, Федэрэр адсюль з Базеля, да яго такія адносіны, што можна было і не так шмат уже выйграваць, таму што ты калі так шмат выйграеш, ты типа там нешта пра сябе пачынаеш думаць, што можна там, ну, один там выйграў там кубак ці 2, навошта 10 там. Таму што здесь шмат пратэстантаў. Так вось чаму ты туды-сюды паехаў. Не пратэстоўцаў, а пратэстантаў. Тут трэба быць скромным. Показвай сваю скромную кватэру за 2400 евро ў месяц. Гэта ты ж казаў, я гэтага не казаў. Я не знаю, что показывать. Здесь мы завтракаем. А почему у тебя такой пол скрипящий? Потому что этому дому сколько-то 700 лет или что-то такое. Мы сейчас зайдем, там будет что-то шевелиться, потому что мы заходим в детскую. Здрасте. Таромич, привет. Салам алейкум. Это швейцарский парень. Это место, где я читаю книжки. Сижу. Вот тут? Да, но немного здесь, потому что вся библиотека, яна засталася ў Менску, але нешта тут ёсць. Это мои книжки на розных мовах, але гэта не ўсе. Па-беларуску у цябе няма, так? Тут няма, але ёсць на беларускай ёсць пераклад Чырвоны крыж зараз будзе, ёсць крэмулятар і былы сын. Але мы табе падарым, калі што. Окей. А у вас ёсць?
У мяне няма. Я яе бачу зараз, калі я быў у Польшчы, я бачу яе на тайскай мове. На якой? На тайскай. Гэта пераклад на тайскую мову. Ёсць вось венгерскі, вось ёсць японская, бачыце, з БЧБ. Былы сын выйшаў у Японіі. Гэта галянская, гэта французская. Галянская. А галянская это якая? Чия? Гэта в Амстердаме, калі я ж тебе прадаваў у Аякс. Ты ведаеш гэтую гісторыю? Ну, распавядзі яшчэ раз. Гісторыя была ў тым, што калі ты апынуўся за кратамі, была ідэя, што можа мы тебе будзем неяк адтуль выцягваць, хаця не ведаю навошта. І мне падаецца, мы з навошай размаўлялі пра гэта. Я кажу, давай мы зробім так, што нейкі клуб еўрапейскі, ён предложыць заявулі на грошы, але не знайшлося такого клуба, таму што яны бачылі, як ты гуляеш. Гэта харвацкая мова, гэта італьянская, французская, японская, нямецкая, венгерская, гэта чэшская, таксама нямецкая, тайская, італьянская, шведская, галянская, славацкая. А якая табе больш за ўсё вокладка спадабаецца? Вось мне японская падабаецца. Тут таксама усялякія кніжкі, якія я апошні час чытаю. Беларуская нацыянальная ідэя. Зараз усе ведаюць, якой павінна быць беларуская нацыянальная О, ідэя. якой? Я не ведаю, якой павінна быць. Экстремизм. А чаму у тебе вось тут так шмат фашысты, Гітлер? Нет, это не про фашистов, это про историю. Шмат книжек про историю, потому что я пишу про историю час от часу. Меня Facebook забанил, я в начале войны сделал пост, в котором показал, что фашисты использовали буквы В и З. И выложил фотографии фашистов, и меня Facebook забанил, и уже 2 года я забанен в Фейсбуке. А вот это что такое? Ну, понятно, что это печатная машинка, да. А ты зачем она тебе здесь? Напоминание о том, что я писатель. Время от времени я вспоминаю и такой смотрю на нее и думаю, надо пойти поработать. И иду в кабинет работать. Это тоже какая-то полка здесь, наверное, больше ромичек, книжек всяких. Тоже наверняка фашисты там. Куда мы идем сейчас? Мы идем в Святая Святых. В место, где я пишу книжки. Это место, где ничего нету, где есть только стол и какие-то наброски. Здесь происходит все самое важное. Здесь я пишу книжку. Вот на этом айпаде. Видишь, у меня есть энциклопедия про Беларусь. Я время от времени читаю про немецкий, потому что я учу сейчас немецкий, это очень сложно. Я не знаю, как люди вообще учат немецкий. Ты пишешь рукой? Я пишу всегда в начале от руки, а потом... Это нельзя все снимать. Все, продадим. Да, я всегда вначале пишу от руки, потому что у тебя разные полушария мозга работают, когда ты пишешь от руки и печатаешь на компе. Вначале я пишу всегда от руки, потом начинаю переносить в комп. Это какой-то другой этап работы. Это тоже нельзя делать записи, потому что это к новому роману пометки. Все, ты увидел самое крутое, что можно было увидеть. Поэтому пойдем сейчас к себе в спальню. Пойдем ко мне в спальню. Место, где побывало 1 миллион... Никто там не не побывал. спальня. Это не спальня, это Базель. Ты же хотел посмотреть на Базель? Нет? Вот, Саш, как можно не быть писателем, когда ты... Вот такой вот у тебя вид из окна? Мне кажется, легко. У меня же снизу живет не писатель. Но вид хороший, да, мне нравится. Мне нравится, что есть река, и она помогает думать по утрам. Про то, что жизнь идет. А труп врага своего увидел? Нет, у меня нет врагов. Разве что ребята, которые завели на меня уголовные дела. Я недавно узнал статьи, 2 статьи у меня. Дискредитация Республики Беларусь и экстремизм. Сказали, что 12 плюс 4 путем сложения будет 15. Не, ну она же не суммируется у нас. А мне почему? Нет? Не, у нас не суммируется. У меня десятка. Будет 16? У меня десятка, я Окей. ведаю. Что общего между Регором Остапений Так, и Лионелем Месси? так, и что? Десятка. А чому мне больше? Я увогуле нічого не рабіў, я не пишу себе нешта. Ну побачым колькі, можа яны скажуць, што не. Тут скончваецца Швейцарія, потому што вось там ужо Францыя за гэтым будынкам белым, а на тым беразе гэта ўжо Германія. Так, пошли в спальню. Пашлі. То есть ты звычайна кажаш, так? Пайшлі ў спальню. Гэта зараз была пастанова, яна ідзе ў Берліне і вось зараз яны будуць у Лондоне і дзесьці яшчэ ў Белградзе, яны будуць была ў Амстердаме гэтая пастанова. Не ведаю, што трэба здесь паказваць. Кран. Кран, да. Ёсць кран, я не ведаю, колькі яму год. А это что такое? Гэта з нейкае там журнала ці нешта такое. Што распавядаюць людзі, калі да іх прыходзяць у іх пакоі там. Здесь я сплю.
Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу квартиры Саши Филипенко. Зачем кому-то? А я Просто хочу. А я хочу узнать, что люди думают по поводу такой хаты в Базеле. Почему Кремль горит? Парень наш знакомый делает в Берлине такие всякие штуки, магнитики, потому что Кремль должен сгореть. Потому что, мне кажется, этот Кремль в том представлении, в котором он есть сейчас, то, как он существует, было бы хорошо, чтобы он полыхал и горел. Я надеюсь, что однажды это случится. Мы продержались 4 выпуска без экстремизма. Ты все испортил. О, мы еще не поговорили про то, что тебе супер повезло. Да не надо, ну, стиралки уже показывают, это совсем уж. Стиральная машина. Да, стиральная машина. Все же это... В Швейцарии это супер редкость и роскошь, да. Я когда выбирал, я понял, что я не могу уже жить без стиральной машины, потому что в предыдущей квартире и то у меня было эксклюзивное, я мог ходить в любой день стирать. Но обыкновенно швейцарцы стирают по какой-то в один день недели или 2 дня в неделю. У тебя есть стиральная машина внизу, и ты спускаешься. И квартиры со стиральными машинами очень мало, не знаю, 10-20, наверное. У меня есть теперь стиральная машина и сушка, и я чувствую себя супер свободным человеком. Это все, о чем я мог мечтать. Ты понимаешь, вообще, как в жизни мало нужно, просто стиральная машина. И сушка. И сушка. Ну что, погнали гулять по Базелю. Погнали гулять по Базелю. Пойдемте в Германию сходим и во Францию. Ну это так звучит прикольно, что пойдемте в Германию или во Францию. Если мы прямо пойдем 2 километра, это Франция, и потом мы перейдем через мост, и будет Германия. Поэтому я за вином хожу во Францию, перехожу мост, и продукты мы покупаем в Германии. Ты считаешь, что Беларусь почти как Швейцария? Да. Тоже центр Европы? Швейцария почти как Беларусь. Много похоже. Здесь тоже люди говорят на разных языках. Здесь люди, у них чуть все лучше с демократией. Они тоже проводят референдумы, как и в Беларуси. Правда, в Беларуси не проводили никогда референдумы, в Беларуси проводили плебисциты. Ты знаешь, чем отличается? Тригор должен знать. Отрознение плебисцита от референдума. Давай. Доктор политологии тут. Я не ведаю. Ну, больше-менш это синонімічне слово, я думаю, там есть какие-то заковырки. Но заковырки у тым, што рэферэндум гэта калі аднарода ідзе ідэя. А плебісцыт, калі цябе зверху улада спускае і кажа, вось ёсць пытанне, вам трэба гэтае пытанне вырашыць. І ў гэтым сэнсе Швейцарыя, канешне, гэта краіна пра рэферэндумы, таму што усе пытанні, якія яны высвятляюць, а тут рэферэндумы кожныя 3 месяца. Яны ўсе ад людзей ідуць, і спачатку вось вам трэба сабраць там 100 000 подпісаў, калі вы хочаце там. Усё можна вырашаць, усё, што вы хочаце. Мукавозчык же пісаў, што зараз беларусы высвятляюць ці не пазбавіць Філіпенка грамадзянства. І я пытаўся сабе ўявіць, як гэта адбываецца. Кожны вечар беларусы збіраюцца на кухні і такія, ну што будзем рабіць з Філіпенка? І жанчыны такія, трэба пазбаўляць. А мужыкі такія, да нармальны хлопец. Таму не ведаю, можа і раней, але вось у мяне скончыцца у 28-м паспарт. Я не ведаю, што рабіць потым. У Берні ёсць амбасада беларуская. Я гады 2 таму быў і кажу, вось у меня ўжо не засталося сторонак, трэба памяняць пашпарт. Яны кажуць, так, Александр, ніякіх праблем, толькі ў вашым выпадку трэба ў Менск з'ездзіць. Поедете? Я кажу, ну, напэўна, не на гэтым тыдні. Блин, Санек, слышишь, травой пахнет. Ну, типа, такой травой. А это школа, да? Ну что, давай сенсацию. Что сенсация? Здесь легализовано все. В Базеле в школе пахнет травой. В школе пахнет травой, а на спортплощадке пахнет травой. Вот у нас точно так же, просто стоит школа, Так, там так классно, сидят, ты же можешь дубасить. там сидят просто, у нас есть теннисный стол, Так. там всегда сидят либо люди с пивом, либо люди с водкой. Ну, видишь, немного Беларуси и здесь есть. В И чём все, проблема? и пожалуйста. А какие люди с пивом? То есть просто Одноклассники приходит, твои? да нет, приходит просто кто-нибудь с пивом, Так. какой-нибудь человек, Так. и пьет его там. Мой друг наверняка. Просто валяются пакеты из-под Макдональдса. Так. Ты ходишь вот так вот между пакетами из Макдональдса и пакетами из KFC. Система образования дурацкая, потому что есть основная система образования, вся система образования построена на дисциплине. И самая главная ценность для швейцарской школы — это просто, чтобы никто сильно не выделялся. Допустим, тут шестибалльная система оценок. Если ты получишь типа 5, то это будет типа окей, ну типа молодец. А если ты получишь 6,
приехав там из какой-нибудь Белоруссии или откуда-то такого, Слышишь, какой у тебя сын говорит Белоруссии? это с их слов. Они называют это так. Они называют это так. Это А ты их поправляешь? поправлять там. Вася революционер, конечно. Идея в том, чтобы все были примерно одинаковыми. И по характеру все примерно одинаковые в школе. И в целом у Я всех добавлю должны только, быть... что это версия романа. А у тебя есть другая версия, Насколько ты в она школе... объективна, я не знаю. Окей, ты в школе Я учишься? не знаю, я не Не знаю. Я же говорю, что это версия романа. Ладно, Сань, расскажи мне по поводу травки еще легализованной здесь, в Беларуси. Что с ней делать? Обязательно нужно легализовывать травку, потому что люди сидят по 8 лет в ужасных условиях в белорусских тюрьмах просто из какого-то косячка. От того, что когда вы курите косячок, ничего ужасного не случится. Скончилася Швейцария, починається Франція. Тяжко уявити білорусам, да, що можна, що не треба там які документи брати, що не треба їхати отримувати візу, що ти можеш просто, мені подається, що це вельми істотно, щоб люди жили на свободі. Ось тобі захотілося поїхати у Францію. Я раніцей бегаю, и вот я так и бегу туди, през Германию и вертаюсь в Швейцарию. Когда белорусы стоят по 20 часов на границе Это с ужасно. Польшей, ну это Это просто... просто отвратительно, ужасно, и это так, этого не должно быть. Ребят, ну, мы сами тоже в этом виноваты, потому что у нас такая власть какая есть, и мы с ней долго жили параллельно, и так в 2020 году многие белорусы подумали, о, надо что-то менять. Но вообще это, мне кажется, унизительно, что тебе нужно получать какую-то визу, чтобы куда-то поехать. Это просто фу. Супер против этого. Ну, не знаю, может, не у каждого белоруса у вас есть. У меня бывает часто страшный сон, я просыпаюсь и ищу паспорт. Есть такое? Есть такое. Я такой, где паспорт? И потом такой, фу. Мы во Франции будем недолго, мы сейчас до Германии дойдем уже. Мы всего 10 минут будем идти по Франции и зайдем в Германию. Ты сможешь одной ногой стоять сейчас в Франции, одной в Германии. Видишь, ты просто привык на двух стульях в шпагате. Ригор. Як Франція? Достойная країна, зараз купимо вина і пойдемо назад уже. Вось гэта Франція сапраўдная. Калі вы пытаеце, як выглядае Франція, то вось так. А там? Недзе там Париж. Смотри, там Франция, там Германия. Тут чуть-чуть еще Германии, а вот там уже после уголка начинается Швейцария. И там Швейцария, и там Франция. Мне кажется, мы еще территориально во Франции. Сейчас мы войдем в Германию через пару метров. Так эпично, сейчас мы войдем в Германию. Начитался этих книг. Повторим путь дедов. Я стою с видом на Швейцарию, а Ригор стоит с видом на Францию и Германию. Тягни мені до нічого танного. Беларусь, это же центр Европы. Беларусь — это центр Европы, да. А мы сейчас в центре какой Европы тогда? Мы сейчас в центре Западной Европы. Почему вот здесь вот так все? Что ты имеешь в виду? Достаточно красиво, достаточно спокойно. Так, все как у нас. У нас тоже достаточно красиво и достаточно спокойно. А чего не хватает? Нам всего хватает, не хватает чуть-чуть свободы. Не хватает того, чтобы к людям прислушивались, для того, чтобы инициативы приходили снизу вверх, а не спускались сверху вниз. А расскажи эту прекрасную историю про то, что ты сказал, что ты работаешь писателем, и тебе посоветовали в Швейцарии найти работу получше. Мне в миграционной службе сказали, что писатель — это не профессия. Просто миграционный офицер заботился обо мне. Он понимал, что очень дорого жить в Швейцарии, и мне нужно будет много денег. И понимал, что... Кстати, где-то здесь, я думаю, мой велосипед, потому что крадут велосипеды. В Швейцарии крадут и вывозят их в Германию или во Францию. И я все время глазами, каждый проезжающий велосипед, у меня один стырили, один есть, один стырили недавно. Очень обидно, я его столько лет вообще с ним... Он в Минске был со мной, он был со мной в Петербурге. Я его сюда привез, сделал ремонт ТО, и его стырили возле дома моего. Так что не все так радужно в этой вашей Швейцарии, как кажется. Эти велосипеды подворовывают и увозят. Что Беларуси стоило бы вот взять из того, что есть в Швейцарии именно по устройству государства? Ты уже говорил про поводу того, что здесь все решается вот на уровне децентрализации, каждый кантон. Да, я бы хотел, это было бы здорово, наверное, чтобы у нас так было. Здесь есть города небольшие, где люди до сих пор принимают решения. Они приходят на центральную площадь, поднимают руки и голосуют. И это выглядит, мне кажется, там с одной стороны довольно комично, а с другой стороны это прям прямая демократия. Например, у меня есть мой издатель, франкоязычный издатель и редактор. У нее два паспорта, французский и швейцарский.
И она говорит, что как гражданин Швейцарии, она чувствует, что во Франции у нее не так много прав и не так много возможностей выбирать, потому что она может выбрать там людей в Сенат, может выбрать людей, может выбрать президента, а остальные 4 года она ждет и ничего не делает. Она понимает, что как швейцарский гражданин она все время может влиять на то, что происходит, все время придумывает новые референдумы. И мне кажется, это очень крутая штука, которую мы могли бы перенести в Беларусь. Но я не уверен, что белорусы сами пока готовы к тому, чтобы так часто выбирать. И вообще референдум — это же не только то, что ты пришел, проголосовал. Референдум — это дискуссия. А у нас уровень дискуссии, мне кажется, наш виден в Фейсбуке. И он пока, мне кажется, далек от настоящей нормальной дискуссии. У нас люди срутся вместо того, чтобы слушать друг друга и прислушаться к мнению, к аргументам. Люди, мне кажется, разгоняются как Тесла за 3 секунды и начинают друг друга постоянно гнобить. Все знают. Мне кажется, что проблема в том, что люди часто приходят к выводам, минуя рефлексию. Многие белорусы будто бы проснулись в 2020 году и расстроились, что у них не получилось за полгода сместить диктатуру, которая была 30 лет, и это странно. И сейчас все устали, я думаю, безусловно, и люди внутри страны устали, и люди, которые выехали, тоже, у всех какая-то разная усталость. Мне кажется, что это нормально. Было бы классно, чтобы просто все друг от друга, как это слово сказать прилично, отвязались и продолжали как-то каждый делать свой маленький вклад. В Швейцарии есть право на хранение оружия. Да. В Беларуси это нужно? В Швейцарии есть право на хранение оружия. Ты можешь забрать свое оружие после службы в армии. Довольно вооруженная страна. У всех дома под матрасом лежит автомат какой-нибудь. Я не знаю, я вообще против оружия и против применения оружия, но в Швейцарии как-то справляется. Это не выглядит так, как в Штатах. Да? Здесь все гораздо спокойнее в этом смысле. Я не уверен, что в Беларуси нужно такое там повальное разрешение на оружие, но мне кажется, самое важное, чтобы не я решал, нужно ли белорусам оружие или нет, а чтобы белорусы сами решили, чтобы у нас был тоже на этот счет референдум, чтобы была долгая дискуссия. И мне кажется, важно понимать, что референдумы — это не то, как мы представляем себе, что то, что мы сегодня говорили. Во-первых, это не плебисцит, который тебе сверху спускают. Это должно быть решение снизу, и каждый референдум — это долгие дискуссии, обсуждения на телевидении, группы инициативные за и против. Это очень-очень долгое, и порой годами там, решение, которое вынашивается в обществе очень долго. И если мы вдруг говорим про оружие в Беларуси, то нужно, чтобы это решение годами белорусы обсуждали. Вот так же, там, не знаю, срались в Фейсбуке и потом приходили к мнению, что да, оно нам нужно или не нужно. В моем представлении не нужно. Я не знаю, мне кажется, не нужна ни милиция, ни полиция, ни оружие. Можно без всего этого существовать. Что ты думаешь по возможности эвтаназии? Я думаю, что каждый человек сам решает, чего делать со своей жизнью. Если он хочет, ну, если у него есть какие-то к этому медицинские показания, он мучается, то я думаю, что не мне решать, как ему поступать со своей жизнью. Это нормально, если человек не может дальше существовать, там, переносить боль, и он решает уйти из этой жизни, это выбор этого человека. Супертолерантность, однополые браки, квир и так далее, так далее, так далее. Да. Белорусы к этому готовы? Я не знаю, надо у белорусов спросить. Я к этому готов. Что белорусы думают по этому поводу? Мне кажется, здесь Швейцария хороша тем, что вы были в Цюрихе, и в Цюрихе одни правила и одни законы. В Базеле вы проезжаете 50 минут на поезде, и другие правила, и другие законы. Например, мы сейчас в Базеле, и это кантон Базель-Штат, но есть еще кантон Базель-Ленд, земля Базеля, в которой, например, когда был ковид, в Базеле все было закрыто, а в Базель-Ленде рестораны продолжали работать, потому что они по своим законам решили не закрывать. Вы могли проехать на трамвае 2 остановки и оказаться будто бы в другой стране с другими правилами. И мне кажется, что с одной стороны хорошо, с другой стороны мы видим, что это приводит к комичным ситуациям, да, когда не работают никакие ковидные ограничения. Если вы можете просто или не знаю, я ездил из Женевы на поезде в Барселону, и первые 4 часа во Франции уже отменили ковидные ограничения, вы могли ехать без маски, и потом вы въезжали на последний час в Испанию, и вам говорили всем надеть маски, что было комично, после того, как весь поезд уже в течение 4 часов обменялся бациллами, и вдруг вам говорят, теперь надевайте маски, что странно, конечно. Но это говорит о том, что люди принимают у себя свои законы, сами собой распоряжаются, мне кажется, это супер важно. Твое любимое
языковой вопрос. Я за то, чтобы в Беларуси было 4 национальных языка, чтобы белорусы говорили на белорусском, на русском, чтобы белорусы говорили на польском, и чтобы белорусы говорили... Неплохо было бы, чтобы белорусы вспомнили, что они говорили, много белорусов, людей, которые жили на территории Беларуси, говорили на идише. Было бы здорово, если бы у нас была система кантонов такая же, там, условно, чтобы люди в Витебске сами решали, на каком языке они хотят говорить в Витебске, чтобы люди в Минске решали, на каком языке они хотят говорить в Минске, в Гродно. Я просто боюсь, что белорусы опять переругаются и не смогут договориться. Просто каждый раз, когда ты, например, говоришь про Бельгию или Канаду или про Швейцарию, тебе говорят, ну, Беларусь — это совершенно другой кейс. У нас все по-другому, у нас, поэтому я думаю, что будет прекрасно, если мы опять, общество поговорит об этом, если будут референдумы, и белорусы примут решение, как и на каком языке они хотят говорить, и я соглашусь на любой язык. Я могу говорить на русском, на белорусском. На идише будет проблема, но я подучу. Белорусы без меня решат, на каком языке говорить. И в Базеле огромная диаспора итальянцев, огромная диаспора людей из Португалии, не говоря уже о Германии, Франции. И мне кажется, что это страна, в которой умеют уважать друг друга и в которой сила в мультикультурности. Например, я был в этом году на Каннском фестивале. Они отбирают 10 книг каждый год, и я был как швейцарский писатель. Я встречался с министром культуры Швейцарии, и она говорит, вот мы рады, что вы представляете Швейцарию. Но я говорю, ну я же пишу на русском языке. Она говорит, нам вообще все равно, на каком языке вы пишете, нам важно, что вы занимаетесь культурой в Швейцарии. И для нас это самое важное, чтобы вы занимались культурой, а на каком вы это будете делать языке, на французском, на русском, на итальянском, на белорусском. Это ваш личный выбор, главное, чтобы вы этим занимались. И мне бы хотелось, чтобы мы жили тоже в такой стране, где как-то людей уже подотпустило, и все просто занимались добрыми делами. Я думаю, что мы можем высовывать Сашу Філіпенку у кантон на ближайших выборах. А пакуль не, у меня же нема швейцарского громадянства. Але галоўнае, што у тебя уже есть палітычная программа, позиция по эвтаназии, по гей-шлюбах, по бюрократии. А здесь уже все вырашили з эвтаназіяй, з гей-шлюбами, уже нічого не зробиш нового. А что зараз гарячее у швейцарской политицы? А я Где нават не спрэчка? ведаю. Спрэчка, ну, што больш правых стала. Ну, нават, напэўна, не правых, цэнтрыстаў, але ўсё роўна буйнымі гарадамі все равно кіруюць левые, напэўна, што зелёныя трошки згубілі. Да Швейцарыі, конечно, гэта кантэкст, кліматычныя справы. На рэферэндуме зараз пытанне пра 13-ю пенсію. Нейкі новы этап абмяркоўвання. І у кожнага кантону там нейкія свае пытанні. Филипенко вне политики. Ор, скажи эту прекрасную историю про отзыв, что белорусская пенсионная система топ. Ну да, приходила на встречу, здесь я выступала, приходила бабушка, которая сказала, что она заинтересовалась белорусской пенсионной системой, изучила ее, сказала, что мечтает о том, чтобы в Швейцарии тоже пенсионная система была устроена так, как в Беларуси. Я ей предложил пожить на $100, но она почему-то не согласилась. Ты только что вышел из Германии и зашел в Швейцарию. Поздравляю тебя. И как сделать так, чтобы на нас, Да. белорусов, Да. обратили внимание в Европе? Не только потому, что у нас там политзаключенные, репрессии и так далее. То есть понятно, что это очень важный момент, но я имею в виду, чтобы они такие, типа, о, класс, Беларусь, мне кажется, Саша что- Филипенко, Красный Крест, там все Да. дела. Ну, мне кажется, что вот как белорусская литература с этим точно справляется, потому что белорусская литература, у нее хорошее место, она слышна, знают про Алексеевич, про Бахаревича, про Вижновец. Белорусские авторы прям звучат. Почему белорусские авторы ценятся, почему их респектуют, почему они так заметные становятся? Потому что у нас классная литература, потому что она не хуже литературы немецкой, французской, потому что мы интересно рассказываем о том, что у нас происходит, просто потому что мы часть Европы, и люди интересуются. Так же, как тебе интересно прочитать книгу, тебе интересно понять, что происходит в Голландии, или тебе интересно понять, что происходит в Бельгии, точно так же людям интересно понять, что там происходит у белорусов, о чем они пишут. И когда они открывают для себя, и белорусские авторы, там и Мартинович, и Бахаревич переведены на много языков, и люди могут и там и в Германии их прочитать, и в Голландии, и в Швеции, они видят, что это самобытная, интересная литература и такого очень классного уровня.
Насколько тебе удобно жить вот в таком комфорте, высоком уровне комфорта? Все классно, все красиво, все, я думаю, вкусно. Все дорого, но это уже отбросим. Или тебе хочется туда, как ты любишь говорить, в грязную воду? Ну, мне хочется вернуться в Минск однажды. Мне кажется, что у нас все есть для того, чтобы Минск был таким же. Но я не знаю, готовы ли белорусы, вот мусорные мешки. Каждый мусорный мешок стоит, по сути, 3 франка, потому что ты можешь выбрасывать мусор только в таких мешках. Вот, по сути, когда мы говорим о том, что здесь низкие налоги, ниже налоги, чем в Германии, вот они и зашиты здесь в такие вещи. Зашиты в то, что ты покупаешь мусорные пакеты так дорого и, по сути, платишь этот налог на мусор. Так. У тебя есть 2 дня в неделю, когда ты можешь выносить мусор вот в этом районе. У них сейчас, значит, в воскресенье мы можем выносить во вторник и в пятницу. И если ты до 8 утра не успел вынести мусор, то он с тобой живет еще 3 дня. Или ты бежишь за мусорной машиной и пытаешься его туда закинуть. Я думаю, что многие белорусы пока к такой ответственности не очень готовы или не очень готовы разделять мусор так, как его здесь разделяют. Я не знаю, ты видел в квартире или нет. У нас стоит отдельно пластик, отдельно стекло, отдельно бумага, плюс вот 4-й такой мусор. Здесь же и другие совершенно зарплаты. Водитель трамвая там от кантона к кантону получает от 4 до 6 тысяч франков. И в зависимости там, от того, сколько он работает. Средняя зарплата, я сейчас даже не знаю, какая-то там, я думаю, что в районе 5 тысяч франков. А я думаю, что на самом деле выше, какая-то минимальная. Важно, что это страна, в которой люди очень экономные, щепетильные, научились сохранять все, потому что это страна, в которой нету моря, в которой нету, там, как в Испании, рыбы, которая тебе дается. Это горная страна, где люди научились все сохранять и все беречь. И Швейцария была очень бедной страной. Она совсем недавно стала той Швейцарией, про которую все знают. Мне кажется, у белорусов как раз есть это умение беречь все. Осталось только как-то научиться еще и больше зарабатывать. Топ-3 вопроса твоему отцу. Значит, почему вы не пишете на белорусском, когда Беларусь станет свободной? И третий. Третий не задают. Ну что, я думаю, есть 2 питання. Так. Чому ти не пишеш по-білоруську? Так. І коли Беларусь будзе вольнай? Я не пишу по-беларуску, потому что гэта цяжка. Мне падаецца, што калі людзі кажуць, што ну вось гэта так проста ўзяў і пачаў пісаць на беларускай мове, я разумею, што гэта там, я не ведаю, калі ты гулец, ты ўвесь час біў правай нагой, а тебе кажуць, там зараз трэба біць левай. Я разумею, што беларускай літаратуры не будзе лепш, калі я буду пісаць і калі я адчуваю, што ў мяне няма гэтай моцы мовы. Хай на беларускай мове пішуць тыя, хто могуць добра пісаць. Я не змагу добра пісаць на беларускай мове, таму я вось, напэўна, буду пісьменнікам расійскамоўнай меншасці беларусаў. Але кніжкі будуць выходзіць на беларускай мове, і зараз мы дамовіліся, каб дапамагаць маім выдаўцам беларускамоўным, мы дамовіліся, што, напэўна, там наступны раман, ён выйдзе, мабыць, нават раней на беларускай мове, потым на расійскай. Другое питання. Так. Коли Беларусь будзе вольнай? Не ведаю. Не ведаю, але мне б хацелася, каб уже на наступным тыдні. Але, на жаль, напэўна, не на наступным тыдні. Хочацца верыць, што хутка. Вось гэта беларусізацыя. Так. Ну давай не про цябе, а про Так, іншых. можем про мяне, чаму не? Можем про мяне. Ну, да. Я маю на увазі вось гэта імкненне быць больш беларускім. Ці не вядзе яно да страты агульнаеўрапейскага кантэксту? Ну, мне падаецца, не, потому что вось на беларускай мове піша Бахарэвіч, гэты вялікі, буйны еўрапейскі пісьменнік. І гэта не пра тое, што нейкі такі кавалак, пра тое, што гэта там становіцца рэгіянальнай літаратурай, не становіцца. І нават мне падаецца, што ў гэтым месяцы яго перакладчык нямецкі атрымаў вельмі буйную ўзнагароду еўрапейскую. В гэтым сэнсе не. Просто калі ты пішаш там чамусьці толькі пра то, што там вось адбываецца ў беларускай вёскі, т.д. Напэўна, можа там нехта ідзе за мовай і там лічыць, што нужна пісаць толькі пра гэта. Мне падаецца, што на беларускай мове зараз можна пісаць пра тое, што адбываецца ў Берліне, пра жыццё ў Парыжы,
І мы бачым, што зараз шмат людзей з Беларусі ў Берліне, таму не. Для мяне мовы гэта просто там твой такі канект, там ты абіраеш мову, як ты абіраеш там Apple ці Samsung, і дальше пачынаеш з ёй працаваць. Я разумею, што мне было б цяжка зараз ўсё, што я хочу сказаць, мне было б цяжка зрабіць гэта на беларускай мове. Таму што мы кажам пра літаратуру. Літаратура гэта ж не проста там, я ўзяў там посцік напісаў. І ў гэтым сэнсе я не адчуваю сабе зараз магчымасці, як не магу пісаць на ангельскай мове зараз, я не магу пісаць зараз на італьянскай мове, на нямецкай, так я не магу пісаць добра на беларускай мове. А нехта кажа, да ты і па-расейскай не ўмееш пісаць. Хорошего вам путешествия дальше. Куда вы едете? Я не знаю. Мы едем в Прагу. Класс. Хорошего путешествия в Прагу. Я надеюсь, что Швейцария вам понравилась. Пусть все белорусы сюда приезжают. Я надеюсь, что однажды Беларусь будет похожа на Швейцарию, а Швейцария на Беларусь не будет. Хотя бы ландшафтом. Подпишитесь, как это говорят. Я не знаю, я же не блогер. Покупайте книги и читайте их. Это не страшно. Лайк, коммент, шер. Поехали. Куда ты едет постоянно, блядь? Шумахер, блядь.